Всем привет, дорогие друзья! Рада видеть вас на нашем канале. Всем спасибо за комментарии, за просмотры, за лайки. И, конечно же, очень рада, очень приятно видеть новых подписчиков. Всем желаю приятного просмотра. Итак, 8 марта в 5 часов вечера мы приехали в районный центр Момского района, в село Хану. Село расположено на правом берегу реки Момы. Основано в 1931 году. Основные виды производства – это оленеводство, мясомолочное скотоводство, коневодство и пушной промысел. Здесь живут якуты, эвены, русские, эвенки, украинцы, юкагиры и другие национальности. Население села в основном занято на бюджетных организациях, ну и также есть малое предпринимательство и крестьянские хозяйства. Об одном из крестьянских хозяйств я хочу сегодня вам рассказать. Это индивидуальный предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства Богатырев Семен Петрович и его супруга Айталина Николаевна. Даже работает в болотниках, то есть вытаскивает скошенную траву на сухое место, сушат и только потом делают стога. Ну и плюс изнурительная жара, так как климат здесь резко континентальный, летом достигает до 30-35 градусов, плюс мошкара и гнус и комары. Бывает, мешает продолжительные ливневые дожди. Зимой же за оплату договариваются с местными тракторами, чтобы привезли сток сена. Это обходится примерно один сток в 6-7 тысяч. Тут же есть и охранник свой. Подрастает маленькая помощница Айсена. Ей сейчас 5 лет, но она уже приучается, приспосабливается к хозяйской работе. В хозяйстве также имеются 2 козочки. После долгой зимы
Весь скотный двор выводится на улицу, и животные с удовольствием резвятся на свежем воздухе. И неудивительно, ведь они состояли целых 6 месяцев долгой зимы в хатоне. Хатон в переводе на русский – это коровник. Кроме сена нужно заказать и договориться привезти с города Якутска еще и кормовые культуры – овес, зерна и комбикорма. В хозяйстве есть 8 гусей, из них 5 самок, которые в день приносят 3-4 яйца. Также и курицы, 9 куриц и 1 петух, от них получают ежедневно по 9 яичек. Цыплят тоже сами выводят на инкубаторе. Но наши супруги не унывают, потому что все работы ведутся с большой любовью и к родному краю, и к животным. Ну и в конечном результате их труда это переработка молока, своя продукция, сметана всегда свежая, яйца свежие, плюс кисломолочные продукции, мясо и национальные блюда, конечно же. Учитывая высокие цены на продукты, это очень большое подспорье для большой семьи. Айталина Николаевна сама родилась в оленеводческой семье Дарьи Спиридоновны и Николая Егоровича Слепцовых. И отец и мать Айталины Николаевны родились в 1938 году. Мать родилась в Кибюляхе, а отец в Догдоче-Багалахе. Оба проработали в олень-стаде около 30 лет. В годы работы добились в стаде численность оленей до 110 тысяч. И Николай Егорович удостоился звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Также и своих детей тоже с малых лет приобщает к труду и хозяйственным работам. Дети тоже с удовольствием в игровой форме воспринимают хозяйственные работы, так как это является укладом семейной традиции. У Айталины высшее образование по специализации художник. Она сама пишет картины. В магазинах ходить не надо, у них все национальные блюда под рукой и сами производят. Так, кровяная колбаса, потроха, мясо. Производят и перерабатывают молочную продукцию, такие как сметана, сорок, сюгей. Летом выращивает овощи в теплице, сама же и выводит рассады. К обеду надо еще разделать говяжью голову. Сначала оттирают шкуру, потом разделывают. Там кот сидит. Мозги коровьи, деликатес. Хорошенько промыв, можно просто обжарить ее на сковородке со специями. Некоторые в панировке ее жарят, но в любом случае это очень вкусное блюдо получается. Следующая вкусняшка – это потроха из говяжьих внутренностей.
тоже варят в виде супа. Тщательное промывание и разделка потрохов тоже целая церемония. Сварили суп 2 часа и добавили зелень. Потом добавляют постепенно макаронные и маленечко надо подождать. Глава семейства как раз пришел с сенокосных угодий, привез сено, и тут как раз потроха поспели. Приятного аппетита! Между делом Айталина готовит опару для бездрожжевого домашнего хлеба. Я вот заранее приготовила опару и порционно все разложила и положила в морозильник. И готовую опару я вытаскиваю, отогреваю до комнатной температуры и ложу в тесто как основу. И оно у меня получается бездрожжевое тесто. Можно месить. Пока поднимается опара для хлеба, они с детьми проводят первые уроки игры на хомусе. Якутский хомус-варган – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха-Якутия, возраст которого составляет более 5000 лет. Его отличает характерный космический звук, он издревле считался инструментом якутских шаманов. Якутский хомус и сегодня сохраняет свое сакральное значение и используется в различных ритуалах. Поэтому в Якутии это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народа Саха. Местные умельцы через века пронесли секреты изготовления звучных, колоритных варганов. Несмотря на малый размер, он позволяет извлекать завораживающие звучания, имитирующие звуки природы. Игра на хомусе – это всегда импровизация, отражающая внутреннее состояние играющего. Тем не менее, необходимо освоить базовые навыки, чтобы издаваемые звуки варгана сливались в стройную мелодию. Держать правильный якутский хомус не так уж и сложно, как покажется на первый взгляд. Одной рукой его нужно взять за кольцо, плотно прижать наружные щечки к зубам. Язычок должен свободно проходить между зубами, не касаясь их. Звуки извлекаются колебаниями язычка. Для этого по его загнутому кончику бьют указательным пальцем. Дыхание играет важную роль в формировании мелодии. Если медленно и осторожно вдыхать воздух в себя, звучание варгана удлинится. Выдох не влияет на звук, но в сочетании с правильным вдохом увеличивает силу колебания язычка. Дополнительные возможности дает использование диафрагмы. Если ее с помощью качать, воздух можно получить более сильный и глубокий звук. Звук можно изменять с помощью органов речи, вибрацией языка, движениями губ. Так, если обхватить губами корпус, звук усилится. Игра на якутском хомусе доступна всем. Главное – это понять, как играть на хомусе, систематически тренироваться, проявлять упорство и иметь огромное желание овладеть варганом. Звук якутского хомуса по тембру и звучанию во многом созвучно с национальной манерой пения. Ведь горловое пение, часто встречаемое среди народов Сибири, имеет много общего с игрой на якутском хомусе. Особое звучание заслуживает вплетения в музыку речи, когда хомусист как бы поет сквозь варган. Слившийся с варганом хомусист сам становится на время музыкальным инструментом.
Тем временем поднялось тесто для нашего бездрожжевого хлеба. Сейчас нужно хорошенечко замесить и положить в формы. Мама учит среднюю дочку, как правильно поставить хлеб в духовку. Вот и хлеб готов, румяный. В селах Якутии, где зима длится почти полгода, лед является основным источником питьевой воды и используется для хозяйственных нужд. Лед заготавливаем. Это чистейшая вода из Синдигитки, прямо с Синдигитки. Лед приводит и вот так вот заготавливаем. Навыки заготовки льда передаются из поколения в поколение. Традиционный способ мало изменился с течением времени. Так вот складывают заранее лед и уже всю зиму пользуются уже готовым. В каждом доме здесь есть лед. Чтобы пить чистую воду, никаких фильтров, ничего не надо. Вот экологически чистый лед. Тем временем уже вечереет, и нам надо уже идти на вечернюю службу в церковь. Идем на церковь. На службу. Момская Николаевская церковь была построена жителями Эльгетского улуса Верхоянского округа в 1851 году в первом бадуйбунском наследии на устье реки Мома и освящена в 1853 году. 20 ноября 1910 года при Момской церкви была открыта церковно-приходская школа, расположенная в доме священника. Также при храме действовала библиотека, в которой к 1919 году было сосредоточено более 100 наименований духовно-нравственной литературы. В 1910 году в приходе Момской Николаевской церкви проживало 1803 прихожанина. После революции Момская церковь была закрыта в 1925 году. В 40-х годах XX века в здании церкви размещался районный узел связи, потом стала больницей. Позднее был переведен в управление культуры в качестве музея. В конце 90-х и в начале 2000-х годов церковь восстановил наш местный настоятель Райков Евгений Борисович, отец Евгений. И сейчас поныне там проводятся службы в местном религиозном православном приходе во имя святителя Николая Мерликийского. Об истории восстановления прихода и о его работе я вам расскажу уже в другом сюжете. Рыбалка – это прекрасный и полезный отдых на природе для детей, которым необходим свежий воздух полей и лесов. Это залог здоровья, хорошего настроения и положительных эмоций. Дает возможность ребенку ощутить себя частью первозданной природы, понять, что несмотря на все достижения современной науки и техники, человек остается всего лишь частью земного мира, и совсем не стоит считать себя его полновластным хозяином. На этом я завершаю свой рассказ
об этой удивительной семье, где все гармонично сочетается, и якутские традиции, и вера, и любовь, и стремление к жизни. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго. И не забудьте подписаться на канал.